в этой части, вот здесь у нас должен собираться цех шахты. Здесь монтируются у нас, значит, силосные банки, высотой 43 метра они должны быть. 339 миллионов бутылок. Приблизительно такого масштаба продукцию планируют выпускать в год на стекольном заводе в Малгобекском районе. Изначально он относился к предприятию первой категории, то есть непрерывного производства. Поэтому газ, свет, вода и другие необходимые коммуникации здесь уже давно подведены. Также ранее были построены производственные цеха и помещения для готовой продукции. Но не на всех этапах строительство продолжается, учитывая технологию возведения и отсутствие денежных средств. Здесь, соответственно, вот в этом цеху, этот цех уже будет непосредственно здесь печь стоять, будет такое основное наше производство. Вот на этой площадке у нас будет. Здесь у нас тоже высота 23 метра. Это надо сперва выложить печь, потом, значит, провести изоляцию его, все остальные вспомогательные работы. Внизу там, значит, транспортерные, конвейерные линии, там, все это сделать. После этого только мы можем тоже закрыть. Почему? Потому что у этого цеха тоже высота 23 метра. Из-за этого у нас вот сейчас вот эти перебои идут. Решение о том, чтобы построить стекольный завод в селении Сагапши, было принято еще в 2004 году. Министерство экономики страны, правительство региона и компания «Артис» заключили между собой трехстороннее соглашение. По словам генерального директора нынешней группы «Артис», в 2010 году их бывшая организация приступила к строительству завода за счет собственных инвестиций. В рамках этого соглашения предполагалось софинансирование и поддержка от других сторон, но в итоге что-то пошло не так. В соглашении было указано, что как только начинается инвестиционная программа, и, значит, будут выделены государственные гарантии для того, чтобы, значит, ход строительства не остановился, и инвестор должен был часть свою денег вкладывать, и за счет выделенных государственных гарантий с последующим погашением госгарантий, значит, должно было выделиться 5 миллиардов 620 миллионов рублей. Значит, соответственно, эта программа, та, которая должна была эту организацию ООО «Артис» в дальнейшем дать государственную гарантию, они не выдержали своих, значит, обязательств. Единственное, что вот инвестор сумел за счет собственных средств вот это все построить на сумму 664 миллиона рублей. По сути, основные этапы постройки уже завершены, и сюда остается всего лишь завести необходимое оборудование и в течение 1 года доделать оставшиеся производственные участки. На сегодняшний день бывшие инвесторы в лице группы «Артис» просят оказать поддержку в продолжении строительства этого завода. В этом случае предприятие сможет предоставить 420 рабочих мест и полностью будут покрыты потребности региона в стекольной продукции. А вот что касается завода по производству осветительных приборов на основе сверхярких диодов в Малгобеке. Сюда изначально привезли оборудование в целях производства светодиодно-осветительных ламп и паст для толстых пленок. По проектной мощности предполагалось выпускать до 400 тысяч светильников и 18 тонн паст в год. Пока у нас были комплектующие, мы этим занимались. На данный момент все комплектующие выработаны, поэтому мы пока простаиваем. Простой идет к тому, что мы не можем содержать тех сотрудников, которых уже обучили. Нам в течение этого года пришлось уволить несколько человек, и это особо это ценные сотрудники. То есть, когда мы вернемся, скажем, в производственное русло, нам придется снова их искать, обучать, и это целая проблема. Предприятие было построено в рамках федеральной целевой программы и запущено в торжественной обстановке в апреле 2017 года. В проект было вложено почти 1,5 миллиарда рублей. Благодаря нему было создано более 200 рабочих мест для жителей региона. Работы уже были запущены, но все опять же упирается в отсутствие финансирования. Любое производство, если оно построено, сделано, предполагает, что будут оборотные средства какие-то. На что-то надо покупать оборудование, комплектующие. На эти цели никаких средств не выделялось. Мы можем и пока и умеем работать на небольшой части оборудования, которое мы каким-то образом освоили и наладили производство продукции. Это 10% от всего оборудования, которое установлено на этом заводе. Потенциал для создания производственно-промышленного кластера в нашем регионе есть, и он немалый. Помимо полного обеспечения продукции ингушских потребителей, в планах есть поставка изделий в соседние регионы. Для этого всего лишь нужно наладить производственный конвейер и сделать очередной шаг в сторону развития нашей республики. Михаил Тангиев, Магомед Белакиев, Новости 24.